Он прилетел на гостеприимную осетинскую землю около 2 часов дня, а уже вечером должен давать концерт. Бодрый, ведь, как признался сам, по утрам делает зарядку, и неизменно доброжелательный Лев Лещенко. Встречает его министр культуры Фатима Хабалова. Артист признается, в Северной Осетии не был давно, в последний раз в 1995-м. Памятуя о наших предыдущих встречах, я помню, что здесь живет очень сердечный, радушный и гостеприимный народ. И я думаю, что главное, что я бы хотел отметить, это очень трудолюбивый и славный такой народ, и сама республика очень трудовая такая. Поэтому я думаю, что в этой вот поездке, когда мы вспоминаем наших ветеранов, наших доблестных героев, и все это посвящено как бы этому празднику. Эта встреча проходит в рамках этого большого события. Времени очень мало, поэтому певец отправляется поскорее во Владикавказ. По дороге радуется хорошей погоде, а тем временем встречи с ним уже ждут зрители. Можно назвать много песен, можно говорить о нем неустанно. И, наверное, еще с радостью говорить, но еще с большей радостью его сегодня мы послушаем. И мне очень хочется его поблагодарить и сказать, что вот этот большой подарок для нас в год 70-летия Победы, он особенный, этот подарок. И мы постараемся, чтобы в ответ мы были очень благодарными зрителями. Спустя пару часов после прилета Лев Лещенко уже на сцене Осетинского театра благодарит ветеранов за мужество и победу. И не случайно концерт открывает песня «Родная земля». В ней любовь к родине всего народа. Педагог, артист, оперетты, автор стихов, обладатель бархатного баритона – это все он, Лев Лещенко. В этот вечер звучали любимые всеми хиты ушедшего века: «Надежда», «Любимый город», «Эхо любви», знаменитые шлягеры из кинофильмов. Подпевали артисту все – и молодежь, и старшее поколение. За последние 2 года певец записал около 20 новых песен. 2 из них впервые услышали зрители именно Северной Осетии. Приятным сюрпризом стало и то, что уже 4 года барабанщиком в команде Льва Лещенко работает осетин Данил Джикаев. Поначалу было очень тяжело. Программа большая, около 40 песен выучить надо было буквально за 3 дня. Ну, естественно, хорошо, что не 40 песен было сразу. В финале концерта прозвучал шедевр Давида Тухманова «День Победы». В такие минуты в зале нет ни одного равнодушного лица. Никаких сомнений, артист выложился на все 100. В зале долго не стихают заслуженные овации, зрители дарят артисту цветы. Лев Лещенко сердечно прощается с залом до новой встречи, которая уже сегодня состоится в Беслане. Залина Губурова, Дэвид Мамедов, Осетия ТВ.